Вот, например, посмотрите на этого пастуха. Этого человека зовут Махмуд Ахмадинеджад. Удивительно то, что этот мужчина был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. Мы не беремся судить об его эффективности на посту президента. Мы всего лишь донесем информацию, которая не так давно была рассказана многим из СМИ и за короткий период времени успела наделать немало шума. И вот почему. Как утверждают многие источники, будучи президентом страны с населением почти 80 миллионов человек, Ахмадинеджад на работу ездил на маршрутном автобусе и оплачивал проезд, как все остальные, покупая билет. При этом его жена во все это время работала обычной уборщицей, мыла полы в одном из учебных заведений столицы. Про его личную жизнь известно немного, но вот некоторые детали. Удивительные, если не сказать шокирующие. Однажды журналист американского телеканала Fox News спросила президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада: «Скажите, когда вы смотрите утром в зеркало, что вы себе говорите?» Немного подумав, мужчина ответил: «Всегда помни, что ты не больше, чем простой слуга народа». Его поступки на посту президента удивляли с самого первого дня, когда Махмуд Ахмадинеджад впервые вошел в кабинет государства. Он очень удивил многих тем, что дал распоряжение в срочном порядке висевшие там дорогие персидские ковры отдать одной из тегеранских мечетей, заменив их самыми обычными дешевыми коврами. Но и это еще не все. На момент, когда Махмуд стал президентом, его официальная декларация об имуществе была очень скромной. Все, что там числилось, это старенький автомобиль Peugeot 504 1977 года и маленький дом в одном из беднейших районов Тегерана, унаследованный им от отца еще более 40 лет назад. Но кроме этого, президент Ахмадинеджад поразил всех сотрудников администрации тем, что каждый день приносил на работу в портфеле свой завтрак. Несколько бутербродов с сыром и оливковым маслом, приготовленный накануне его женой. При его руководстве каждый министр перед своим назначением на должность обязан был подписать документ с огромным количеством пунктов, один из которых был, что чиновник не смеет богатеть, и что его счета и счета его родственников будут пристально проверяться. После отставки в 2013 году он даже отказался от солидной президентской пенсии, объяснив это тем, что работал вовсе не для пенсии, а прежде всего для блага народа, добавив, что ему самому с супругой нужно не так много денег для жизни. Как утверждают источники, сегодня бывший президент живет на доход от чтения лекций в университете в размере $300 в месяц. Когда же он останавливается в отеле, всегда просит себе комнату попроще. Можно даже без кровати, потому как любит спать на полу на одном лишь матрасе под одеялом. Не менее удивительно у этого человека и хобби. На досуге он может пасти овец, поскольку полюбил это дело еще с раннего детства. И нередко бывший президент был замечен, как помогал дворникам мести в своем районе. Согласно данным из Википедии, Махмуд Ахмадинеджад в 2010 году выставил свой Peugeot 504 1977 года выпуска на аукцион. Подержанный такой автомобиль можно было купить за $1000. Но торги значительно оживились, когда человек, который решил остаться неизвестным, оценил машину в $1 миллион. Несмотря на огромный авторитет и влияние, даже после ухода с высокой должности, Махмуда довольно часто можно увидеть просто идущим пешком с остановки общественного транспорта в университет на работу, где, к слову, нередко местные жители у него берут автографы. В общем, вот такой он, Махмуд Ахмадинеджад, бывший президент и пастух.